У эфіры праграма «Аб'ектыўна», у якой мы фокусируем аб'ектыў нашай тэлекамеры на актуальнай праблеме, што знаходзіцца на кантролі ўладаў, спрабуем аб'ектыўна ў ёй разабрацца. Нерухомасць, якая можа быць карыснай. На Віцебшчыне нямала будынкаў прамысловага, сельскагаспадарчага прызначэння або былых сацыяльных устаноў, якія па той ці іншай прычыне не выкарыстоўваюцца. Уключэнне такіх пабудоў у гаспадарчы абарот – адна з задач мясцовых уладаў. Як яна вырашаецца, колькі аб'ектаў набылі новых гаспадароў, хто і для чаго купляе пустуючыя будынкі. Паспрабуем разабрацца аб'ектыўна. Камітэт дзяржаўнай маёмасці Віцебскага аблвыканкама непасрэдна займаецца рэалізацыяй падобных аб'ектаў. За мінулы год іх прададзена 106. У выніку ў бюджэт поступили 4 миллиона 260 тысяч белорусских рублей. Можно привести пример здания АТС на Офицерской. Это здание республиканской формы собственности принадлежало Белтелекому. Белтелеком обратился в облсполком, он не захотел сам продавать. Продали в декабре месяце по оценочной стоимости за 850 тысяч рублей. И все эти деньги ушли в бюджет области. Два других по цене, это можно сказать, назвать изолированное помещение в Полоцке, изолированное помещение в Витебске по улице Пушкина возле драмтеатра. Они проданы где-то порядка 500-600 тысяч белорусских рублей. По количеству мы продаем не только одно здание, но и комплекс зданий. Я бы мог привести пример продажи площадки завода бывшего ЖБИ в городе Орше, расположенный при въезде в Оршу в Андреевщине. Там порядка 12 зданий. Мы дважды его продавали, выставляли на аукцион. Первый раз оно было продано, потом покупатель отказался заключать договор купли-продажи. Мы его вновь выставили, и вот в январе месяце опять продали за одну базовую величину этот объект. То есть учитывая большое количество зданий, то есть дается вторая жизнь этому объекту. То есть будет организовано производство, будут созданы рабочие места, будут платить налоги. Есть примеры по Браслову, есть по Поставам, есть Балбаса, Варшанский район. В различное время и в 2014 году, и свежие объекты продавались, передавались под инвестпроект. Вместо старых зданий, неиспользуемых, организовано производство трикотажных изделий, открыты магазины, открыты точки общественного питания. Поэтому все практические объекты, которые у нас продаются на аукционе, они все используются эффективно. У сельскіх населеных пунктах шмат пустуючых будынкаў, былых дзіцячых садкоў, школ, клубаў. У аддаленых і маланаселеных вёсках іх прадаць найбольш складана. Часцей за ўсё іх набываюць прадпрымальнікі для адкрыцця гандлёвых кропак. В прошлом году 30 объектов у нас продано социально-культурного назначения, то есть это школы, детские сады, клубы, расположенные в сельских населенных пунктах. Но не секрет, что наиболее популярностью объекты пользуются спросом в Витебске, в Орше. Таковых в Витебске у нас было продано 21 объект, в Орше 14 объектов, но следует отметить, что привести пример Лепель, 11 объектов, Поставы 8 объектов. К сожалению, ни одного объекта не продано. В Росонском районе, Пешенковском районе по одному объекту всего лишь продано, к примеру, в Лиознинском районе, в Ушачском районе. Но причины, почему не пользуются спросом и не продаются объекты, находящиеся в сельской местности, это, в принципе, общеизвестно, это место расположения, отдаленные деревни, это отсутствие инфраструктуры, в том числе инженерной, газа, электроэнергии. И главное, это отсутствие рабочей силы. Около 60 объектов, которые с 2015 года выставляются на аукционы и не продаются. Пытались мы их реализовать не только посредством продажи, но и иными способами. Аренда, использование в собственных целях, передачи, в том числе под реализацию инвестпроекта, но в силу указанных мной причин, отдаленности, кроме как продажи, иного способа нет вовлечения в хозяйственный оборот. Сёння заканадаўствам прадугледжаны продаж аб'ектаў нерухомасці за одну базавую велічыню. Праўда, ў такім выпадку для пакупніка ставіцца пэўная умова. У вызначаны тэрмін увесці будынак у эксплуатацыю, стварыць працоўныя месцы, пераабсталяваць пад жыллё на выбор инвестора. То, что касается продажи объектов за одну базу, этот процесс у нас начат еще с 2007 года, когда вступил в силу 108 указ президента, разрешающий продажу объектов недвижимости за одну базовую величину. Вот для справки,
продано всего на сегодняшний день порядка 800 объектов таковых, то есть это не единичные случаи. И из них надо отметить, что где-то около 300 объектов, по 300 объектам уже выполнены условия, то есть собственник имеет право по своему усмотрению распоряжаться этими объектами. Порядка 175 объектов идет возвращение, либо они уже возвращены. Но это говорит о том, что мы подходим объективно, идем навстречу предпринимателям. Надо отметить, что законодательство предусматривает очень жесткую ответственность в случае невыполнения условий, штрафные санкции в размере оценочной стоимости и базовой величины. Ну, применение таких санкций непосредственно, конечно, скажется на самом субъекте, на индивидуальном предпринимателе, там, на юрлице. Это может повлечь и банкротство, и ухудшение финансового положения. Поэтому мы предлагаем райисполкомам продлевать сроки выполнения условий, либо расторгать договор купли-продажи, если мы видим, что покупатель не в состоянии выполнить условия, ну, по каким-то объективным причинам. У Дубровінськім районі один з прикладів продажу об'єкта за одну базовую – будинок былога хірургічнага аддзялення, якое пераехала ў новы корпус раённай бальніцы. Вось так выглядала пабудова, якая знаходзіцца практычна ў цэнтры горада на момант здзелкі. Сёння тут гандлёвыя кропкі мясцовых прадпрымальнікаў. Предприятие общества с дополнительной ответственностью заинтересовалось данным объектом. Довольно-таки много ему пришлось потрудиться. Практически 3 года он восстанавливал данное здание. И вот в 2015 году, выполнив все условия договора, которые были прописаны, то есть ввод в эксплуатацию, создание рабочих мест, Дубровинским районным исполнительным комитетом было принято решение о выполнении условий договора. Поэтому все ограничения на сегодняшний день по данному объекту сняты, и человек непосредственно уже может распоряжаться своим имуществом по своему усмотрению. А ў гэтым будынку на ўскрайку Дуброўна, які раней належаў мясцоваму аграсервісу, размясціўся вытворчы ўчастак сталічнага прыватнага прадпрыемства. Многим обусловлено, конечно, декретом президента о развитии малых городов. Поэтому мы поняли, что дальше на основном предприятии в Минске нам развиваться некуда, да и дорого. Поэтому мы решили, что надо идти в провинцию. Плюс к тому же я сам родом отсюда, плюс, опять же, основной рынок сбыта – это Россия. Поэтому тут все об этом и говорит. Близость к границе, близость к логистических путей. Ну, у нас, конечно, был достаточно большой выбор. Руководство города нам предоставляло несколько зданий. Но здесь, конечно, промзона, фактически, можем так называть. Это у нас достаточно большие машины, объемные. Поролон все-таки легкий товар, поэтому ездить в центр города и другие места достаточно сложно. А здесь буквально возле трассы очень удобно разворачиваться, очень удобно вдали от жилого сектора. Ну, это был наилучший вариант. Здание было вообще без каких-либо коммуникаций. Те коммуникации, которые были здесь в бывшей сельхозхимии, пришли в негодность. Свет проводили сами, КТП для энергоснабжения сами, отопление сами, воду сами. Поэтому та коробка, которая нам досталась, ну вот приобрела такой вид, в принципе, только благодаря усилиям, которые пришлось приложить. Ну, изначально было довольно сложно, потому что наша продукция достаточно специфична. То есть это из разряда, как говорят, швей-белошвей. Это обучить сотрудника где-то до полугода приходится. Поэтому изначально был кадровый голод. Мы даже связывались с училищем местным, давали объявления, набирали. Поэтому мы были вынуждены, что в принципе до сих пор делаем, проводить обучение на рабочих местах. Вот, ну а сейчас уже коллектив сложился, и в принципе уже такого кадрового голода нет. На Дубровіншчині лёс яшчэ 15 аб'ектаў плануецца вырашыць сёлета.
На 2020 год сформирован график вовлечения неиспользуемого имущества в хозяйственный оборот. На 2020 год у нас включено в данный график 15 объектов. Ну, необходимо отметить, что из этих 15 объектов у нас порядка 8 объектов будет подлежать именно продаже. Остальные объекты – это списание и снос ввиду нецелесообразности их продажи, либо довольно-таки большой разрушенности данных объектов. Лёзнінскі раён мае даволі выгаднае геаграфічнае становішча, развітую лагістычную інфраструктуру, таму набыццё аб'ектаў нерухомасці тут можа стаць выгадным укладаннем сродкаў. В целом у нас работа ведется по двум направлениям. Конечно, самое главное и выгодное для любого района – это продажа объектов на аукционах, либо за полную стоимость, либо за одну базовую величину. Есть и другие способы увеличения хозяйственного оборота. Конечно же, производится снос объектов, которые не используются и уже исчерпали свой ресурс. За 2019 год у нас в график вовлечения хозяйственного оборота было включено 13 объектов. Удалось нам, конечно, продать из 7 объектов только 3, но на этих объектах уже будут созданы новые предприятия, и торговые, и производственные. Комплекс будынкаў былога кансервава-сушыльнага завода прададзены з аўкцыёну ў 2011 годзе. Сёння тут заняты 3 десяткі супрацоўнікаў прыватнага дрэваапрацоўчага прадпрыемства. Приобреталась эта часть территории вместе со всеми зданиями, сооружениями на аукционе одним лотом. Это бывший консервно-овощесушильный завод, конкретно это здание, это было картофелехранилище. Крышу ремонтировали, световые фонари делали, пол сделали хороший, отопление, фундамент укрепляли, вход сделали. Сначала организовывались для поставок кабельных барабанов, поставляли на Россию. Потом переключились на Витебский завод. И потом уже по прошествии некоторого времени, заработанного некоторого количества денег, мы решили расширить сферу деятельности и начали производить клееный брус, клееный щит мебельный. Ну, перспективы есть, но они тоже как бы не даются. Так, этим надо заниматься. Калісьці ў гэтым будынку ў цэнтры Лёзна быў іншы магазин, які закрыўся з-за нерэнтабельнасці. 5 год даволі значныя плошчы пуставалі, пакуль у 2017 годзе сюды не прыйшоў буйны інвестар, вядомы ў Беларусі вытворца бялізны і трыкатажу. Будынак рэканструявалі, акрамя магазина тут размясціўся вытворчы цэх, а невялікі райцэнтр атрымаў дзясяткі новых працоўных месцаў. Наше предприятие работает уже 3 года. На нашем предприятии работает 57 человек. Из них 46 человек швей. На участке все оборудование новое, модернизированное. Нашим работникам предоставляется полный соцпакет. Очень часто приходит устраиваться на работу молодежь, которую мы предоставляем, опять же, возможность получить профессию швею на участке и работать дальше по данной профессии. А ў памяшканнях былога сельскагаспадарчага мехдвара сёння працуе сучаснае чэшскае прадпрыемства па выпуску экалагічна чыстага паліва, драўняных пелет, сыравіна, адходы дрэваапрацоўкі, а ўвесь аб'ём гатовай прадукцыі рэалізуецца ў краінах Евросоюза. Предприятие иностранное приобрело на аукционе участок земельный и пустующее неиспользуемое здание мехмастерской, уже не функционирующее сельхозпредприятие. Это чисто иностранный чешский инвестор, который целенаправленно пришел в район для того, чтобы, используя местный ресурс, географическое положение, создать производство, производить продукцию, экспортно ориентированную прежде всего, и получать доход. На этом предприятии уже стабилизировавшийся состав, 30 работающих, почти 100% продукции поставляется на экспорт, притом именно в Европу. Сырьем для данной продукции являются, по сути дела, отходы. Это опилки от лесопиления по Витебскому и Могилевскому региону. Зразумела, што прыход падобных інвестараў выгадны і для района. Это основная часть местного налога, который поступает в местный бюджет. Конечно же, от рабочих мест идет подоходный налог. Он, конечно же, основополагающий. Но и немаловажно то, что люди получают новые профессии, рабочие места, они смогут кормить свои семьи, повышать свою квалификацию
повышать свой доход, соответственно, подтянутся и все остальные отрасли. И торговля, и производство, и социальная сфера. Для всех это взаимовыгодный процесс. Актуальная інфармацыя аб аб'ектах нерухомасці, якія прапануюцца для набыцця ў нашай вобласці, размешчана на сайце камітэта «Віцебскаблмаёмасць». Тут жа можна знайсці дату і час бліжэйшых аўкцыёнаў, а таксама нарматыўную базу ў галіне маёмасных адносін. Дарэчы, інфармацыю патэнцыяльныя пакупнікі часцей за ўсё атрымліваюць менавіта з сайтаў у 70% выпадкаў. На сайце тэлерадыёкампаніі «Віцебск» vtv.by размяшчаюцца разнастайныя апытанні. На гэты раз мы спыталі ў наведвальнікаў сайта, з якой мэтай вы набылі б нерухомасць. Адказы зараз на вашых экранах. Як бачым, большасць рэспандэнтаў разглядае магчымасць набыцця нерухомасці выключна пад жыллё. На сайце таксама можна пакінуць вашу прапанову па тэме, якую вы лічыце мэтазгодным узняццю адной з нашых наступных перадач. На электронны адрас мы таксама прымаем пытанні да адказных службовых асоб па тэме, якая вас найбольш хвалюе. Гэта была праграма «Аб'ектыўна», у якой мы спрабуем разабрацца ў праблеме аб'ектыўна. Бывайце здаровыя!